В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Элитные войска. Уже приказы есть, уже оружие выдали, но все уже в строю. Рамзан Кадыров проинспектировал строящуюся базу батальона имени Байсангура Биноевского. Амина Тупилагова расскажет все подробности с места событий. Патриоты и Отечества. Северо-Ахмат успел зарекомендовать себя как эффективное воинское соединение. Глава республики вручил отличившимся бойцам полка Севера-Ахмата государственные награды, на чем акцентировал внимание в своей речи политик. Тяжело в учении. На протяжении 2 недель бойцы будут проходить огневую подготовку. Бойцы 2 новых батальонов начали 3-месячные интенсивные тренировки в Российском университете спецназа, что включает в себя подготовка. Рамзан Кадыров вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Сергеем Захаровым посетил строящуюся базу батальона имени Байсангура Биноевского. Политик поручил командиру Бекхану Чалаеву осуществлять тщательный контроль при возведении объекта. Амина Тупилагова с подробностями. Создание нового батальона было настолько стремительным, что все вопросы обговариваются и решаются сразу на месте, без лишней бюрократии. Руководитель субъекта Рамзан Кадыров вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Захаровым проинспектировали строительную площадку. В том, что здесь размещаем людей, вот этот батальон. Вчера, в пятницу прошлую отправили уже документ директора на подпись. Я думаю, что на этой неделе еще приказ его состоится. Люди, я уже знаю, есть. Спасибо вам огромное за технику, за снаряжение. По оружию тоже мы, стрелковое оружие, которое все заявки отправлены, тоже, думаю, получим. Нет, максимально хорошее оружие дать. Вот, Минобороны, они быстро все сделали, уже приказы есть, уже оружие выдали. Все уже в строю. Я думаю, что и у нас это все будет так же. Прошло меньше недели с момента принятия решения о создании батальона на данной площадке. Рамзан Кадыров лично контролирует процесс строительства и регулярно выезжает на место. Трехсменка работает. Да, видно, конечно. А тем более уже есть каждый день, да не пора. А им куда деваться? Да, строитель я сказал. Я каждый день буду приезжать. Самое главное поручение главы региона – сделать все быстро и обязательно качественно. Поэтому и работа на площадке не прекращается круглосуточно. Строительные бригады сменяют друг друга. В масштабный проект вовлечено более 40 единиц спецтехники. На сегодняшний день это более 300 человек, но по мере строительства они будут увеличены по мере появления объема, потому что надо построить здание, потом внутри отделочные работы и по спецработам. Будет доведено до 500 человек. Несмотря на то, что работы начались недавно, уже четко прорисовывается картина того, где и что будет находиться на территории батальона на 300 военнослужащих. Тут у нас будет располагаться стоянка для спецтехники на 24 единицы. Плюс плац еще будет. И КПП с той стороны, проходная. А сейчас уже начало, у нас уже с вчерашнего дня мы начали кладку. Начальный этап, но, как мы знаем, это надо все быстро сделать. Через неделю, мы думаем, уже там будет и стены, и кровля. Кроме штаб-казармы, все остальное строится с нуля. Жилой блок будет находиться в здании, которое как внешне, так и внутренне подвергнется масштабным изменениям. Здесь по проекту под замену идут все коммуникации, включая электричество, отопление и вентиляцию. И, кстати, работа уже в самом разгаре. Кроме того, предусмотрена перепланировка со снесением межкомнатных стен.
Под остальные строения уже залиты фундаменты, и вот-вот начнется возведение стен. Судя по темпу, совсем скоро все поставленные задачи будут выполнены. Пока строится база, бойцы батальона ведут усиленную подготовку на базе Российского университета спецназа. И можно с уверенностью сказать, новое подразделение будет оснащено всем необходимым и иметь навыки военно-тактической подготовки. Амина Тупилагова, Мовсар Хаджиев, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести. Чеченская Республика. С момента создания 78-го полка специального назначения «Север Ахмат» прошло чуть больше года. За это время подразделение уже зарекомендовало себя с положительной стороны, эффективно выполняя все поставленные задачи в зоне проведения СВО. Об этом заявил Рамзан Кадыров на построении бойцов. Отличившимся сотрудникам глава республики вручил высокие государственные награды. Репортаж Адама Магомедова. Рамзана Кадырова вместе с заместителем начальника штаба Южного военного округа Константином Золотоцким, внуками первого президента республики и соратниками приветствуют бойцы 78-го полка специального назначения «Север Ахмат». Салам алейкум. Глава региона отметил, что полк за короткий срок хорошо себя зарекомендовал, эффективно выполняя все поставленные задачи при освобождении территории новых субъектов России от нацистов и бандеровцев, сказав, что он испытывает большую гордость за бойцов. Сегодня мы награждаем бойцов, особо отличившихся в выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. За сравнительно короткий срок с момента формирования полка специального назначения «Север Ахмат» успел зарекомендовать себя как эффективное воинское соединение. В течение года перед вами ставились сложные боевые задачи, и вы всегда доблестью и знанием дела их выполняли, рискуя своими жизнями. Вы самоотверженно освобождали наши территории, защищали граждан и сдерживали натиск врага. Ваш тяжелый и ратный труд высоко оценил наш верховный главнокомандующий президент России Владимир Владимирович Путин. Вами гордится командование и вся страна. Благодарю вас за отличную службу, стойкость и верность присяге. Я поздравляю вас с высоким признанием. Желаю успешной службы на благо Отечества. Дал я обедки йоль, дал могуш мерч из этого больше. Сейчас задал жил, хада канчан дал. Сендер дерзоль, Аллах дошлона, шудона, деш дона, шун таган мел меял дона, кандол иматин бехурдат стон, ведал бакен дона. Табаке дон, öyle aç boşun, yakıt muriç, milyon muriç boş bol, arpaç halkı don, dеш elim sinah dona. سعد دون بوستيا ولا ديابو جينا دون سعد يموس ومسنا حلا شكل تدس أصلا خلوا من الآن دون ما داس مو ملقي خل دون هو قاعد نفسي يشيق شل منو يا سعد داخل غازة دون تيدي ولا عمل سيدو شات أشتغل غار ولا دون لا داخل صوت كم نفسي يش دون يا ملا شيء لو تصير واش دون أشحق شتو أدون ما بات Сендер шун юуца шудейштан ваш вилошен иже важен шун масан баркал делет хала да та верктивел да моладон вай хотно задач тон вай коучирю иру дел да угри халдо газот да хлитрамвай он да газот дон богшто документ дон газот дон там беш док там бейт ату беш газот док шудон там республика из газот да цлоч сават لا مولا دونا دوق غازو تيغادو خوشنو قي حقدر يجتو دا مولا ثاني دون دي قاع يقدو دا تبول احمد تكبير. Константин Золотоцкий поблагодарил руководство региона за поддержку в продвижении спецоперации, высоко оценил подготовку сотрудников 78-го полка и выразил уверенность в том, что они готовы сделать все необходимое во благо интересов своей родины. Уважаемые товарищи, прошел буквально немножко больше года, как мы под вашим руководством участвовали в митинге в прошлом году о формировании 78-го мотоскового полка, включения в состав 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. За этот год 78-й полк прошел славный боевой путь. Бойцы полка зарекомендовали себя отважными воинами, тем самым внеся достойную лепту в вопросах освобождения нашей территории от украинского фашизма. Сегодня тому заслугой много государственных наград Чеченской Республики, отличившимся воинам 78-го полка. Разрешите от лица руководства Министерства обороны, командования Южного военного округа выразить вам слова благодарности
председателю парламента Чеченской Республики Давудову Магомеду Хожахметовичу, военному комиссару Чеченской Республики за тот неоценимый вклад, который вы вносите в вопросах обеспечения обороноспособности государства, вопросы формирования воинских частей на территории Чеченской Республики всегда ставятся во главу, оперативно, быстро комплектуется личным составом, обеспечивается вооружение военной техникой. На сегодняшний момент 78-й полк по-настоящему это боевая единица, которая готова к выполнению боевых задач. После началась церемония награждения. Указом президента страны были отмечены отличившиеся сотрудники. 9 военнослужащим 78-го полка вручили медали за храбрость второй степени, 5 присвоено звание лейтенанта и 1 звание младшего лейтенанта. Указом главы региона 5 бойцам вручили медали за заслуги перед субъектом и еще 4 медали Героя Чеченской Республики, среди которых и командир полка Зелимхан Дакашев, который является давним боевым товарищем Рамзана Кадырова и прошел с ним немало боевых столкновений. Это старый воин. Короче, такой момент был. Мы попали в засаду, и он раненый был. И его патриот потащил, таскал, и потом его он бросил, и он лежит. И мой отец Ахмад Хаджи связался, что там. Я говорю, у нас 2 потери. Он говорит, достум, говорит, нет, говорит, я еще живой. А что ты молчишь? Если я буду разговаривать, он потеряет, и умру, говорит. Потом сразу повезли, сейчас тоже еле спасли. Он отделал уже очень тяжелую ситуацию, была, еле вытащили. Я говорю, что ты делал? Сразу поехал, он обратно. Вот. Уже во время пресс-подхода глава региона ответил на вопросы представителей СМИ, рассказав о том, как были созданы новые батальоны, в чем их необходимость и какие задачи перед ними стоят. Какова будет их судьба после окончания СВО? Они у нас останутся? Ну, на самом деле, они останутся, конечно. Это не временное формирование. Они сотрудники Министерства обороны, сотрудники Национальной гвардии. Они создаются при Министерстве и Росгвардии для того, чтобы обеспечивать безопасность нашего государства. Они зарекомендовали себя в лучшем образе изначально, поэтому после этого сами попросили нас дополнительно создавать полки и батальоны. И последние 2 батальона, вы знаете, это у нас уже Министерство обороны выдали оружие, приказы, все, уже по 100 человек обучаются. Проблем абсолютно оснащения нету оснащения, техники мы уже закупили последним 2 батальонам. И главное, оружие выдают вовремя, а так никаких проблем нет абсолютно. У нас есть взаимодействие, взаимопонимание. Мы знаем, что мы на большой джихаде, и каждый сотрудник делает свое дело. И штаб у нас сформированный именно в регионе. Штаб как хорошие часы, он работает, и в общем у нас отдельно как можно создавать условия дополнительно создаем, и у нас ребята задействована вся республика, и поэтому сегодня более 9 тысяч тонн и больше новых сотрудников появились. Это рабочие места, это и джихад, это безопасность. Поэтому я горжусь, что мы сумели доказать российскому обществу, что мы не бандиты, что мы граждане России и патриоты этой страны. Мы титульная нация. Поэтому наш долг решать все вопросы, касающиеся безопасности, касающиеся любых других вопросов. Мы видим сегодня, что происходит в соседних регионах. У нас такого не должно быть, потому что президент защищает Палестину, а не поддерживает Палестину. Да, другие государства выходят на митинги, а нам этого не нужно. Открыто наш президент защищает Палестину. Прошли те годы митингующие. Мы помним, у нас 3-4 митинга было в Грозном. Пофамильно нас разделили, по видам нас разделяли.
И после всего этого мы нашли общий язык со всеми тайпами, виздами и фамилиями. И сегодня мы можем сказать уверенно, что наше общество объединилось, и мы нашли общий язык с народом и властью. И поэтому у нас порядок. 78-й полк «Север-Ахмат» сформирован еще в начале сентября 2022 года и успел показать высокий уровень в зоне проведения специальной военной операции. Его сотрудники – обученные профессионалы своего дела, готовые к любым испытаниям. Адам Магомедов, Саид Амин Мусаев, Хусейн Мурдаханов, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Бойцы новых батальонов Шейха Мансура и Байсангура Биноевского начали трехмесячную подготовку на базе Российского университета спецназа. Специальные курсы, разработанные с учетом накопленного в ходе СВО опыта, повысят навыки и умения сотрудников. Лейла Муртазова о том, как учат военному делу инструкторы РУСа. Центральный харьер знаешь, потом вахлоса что ли, ахметаш, а как центральный он шаудовый значит, ювозинакар, а дагвичу. Инструкторы Российского университета спецназа детально объясняют сборку, разборку и безопасное владение оружия для прибывших на обучение бойцов новых батальонов, носящих имена чеченских героев Шейха Мансура и Байсангура Биноевского. У сотрудников новых батальонов в первый день занятий для них разработаны специальные курсы программ с учетом накопленного опыта в ходе специальной военной операции. Огневая подготовка у сотрудников проходит на 2 локациях учебного центра. Отточить их боевое мастерство возложено на высококвалифицированный инструкторский состав, который имеет за плечами большой опыт участия в различных спецоперациях, в том числе и на территории Украины. Я вижу в них инициативу, желание обучаться, и они вполне обучаемы. Главное, среди них есть сплоченность и дружелюбие. Помимо этого, они знают, какие задачи перед ними стоят, и они готовы действовать любым задачам, поставленным руководством. Рамзан Кадыров не раз отмечал, что боевые способности бойцов должны быть на высшем уровне. И довести новобранцев до такого профессионализма на базе РУС есть все условия. По поручению главы Чеченской Республики мы вчера приняли 2 новых батальона. Они у нас будут обучаться в течение месяца, 2 месяцев. Условия у нас лучшие в стране по всем направлениям: тактика, специальная подготовка, медицина, артиллерия. Мы по всем направлениям, естественно, их обучим. В настоящее время по 100 человек с каждого батальона приступили к своим первым занятиям. Обучение у них проходит с 9 до 5 вечера, начиная со стрелковой и заканчивая артподготовкой. На протяжении 2 недель бойцы будут проходить огневую подготовку, а после их направят по более узким специальностям. Рахим Ибрагимов пополнил ряды батальона Байсангура Биноевского и стремится как можно быстро освоить все основы военного дела и приступить к своим служебным обязанностям. На протяжении всего учебного процесса бойцы будут проживать на базе РУС. Для этого есть казармы со всеми условиями. Пока объекты батальонов находятся на стадии активного строительства, которое строго контролирует глава региона. Совсем скоро сотрудники смогут заселиться в свои комфортабельные базы и приступить к выполнению своих задач любых сложностей. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Продолжающаяся бесчеловечная агрессия сионистского режима против мирных жителей Палестины, безусловно, войдет в историю как самое гнусное преступление 21 века, отметил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Жители республики продолжают выстаивать тахаджуд-намазы за угнетаемых в секторе Газа. Число жертв только среди детей идут на тысячи. Медина Мударова о трагедии палестинцев.
Коллективная молитва совершается одновременно в каждом населенном пункте республики. Участвуя в ней, верующие многократно приумножают вознаграждение за тахаджуд намаз. А жителей много, как и в первый день. Они продолжают молиться за палестинский народ и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. На Украине воин балаш был сега был воин в Сурбаджи и дагали аснадала моглах аш алш бардали идиош. Este воин массери далиш дал жоплуйл. Дал قابل ديل ومليل وشتك وين دالت أعي بيركتي إله. Жители региона просят Всевышнего Аллаха облегчить положение мусульман во всем мире и выражают надежду на то, что справедливость будет восстановлена. Палестина был бусор бежали поддержать жикты и службасер я вожим тастел на остал хрдасер я أصل بصر من آخر جوكتش بيو جوكتش يشوا إذا لا خارج سوق ده المقلع بصر نخ جرز دعدو ال دشنا حيل دو так دعنشتير دو شديلي بيخربو. Подобные религиозные мероприятия проводятся ежедневно во всех мечетях Чеченской Республики. Верующие неустанно молятся за своих братьев по вере в надежде, что общий враг будет повержен. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Турпалали Тайсумов, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Бойцы ВСУ продолжают добровольно сдаваться в плен подразделением «Ахмат». Спецназ взял в плен 3 представителей ВСУ, все они сейчас поддерживают Россию. Признаются, что командование украинского бандформирования безжалостно и зверски относится к личному составу. Это и целенаправленные удары по своим же отрядам, оказавшимся в трудном положении, и расстрелы тяжелораненых, а также отсутствие снабжения и приказа идти на штурм без какого-либо прикрытия. Бойцы настойчиво просят не возвращать их обратно и позволить им сражаться в наших рядах. Для тех, кто еще держит оружие в руках и думает, что он воюет за Украину, за свободную Украину. Вот смотрите, ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера у нас, получается, абсолютно не пострадал, потому что люди, которые попадают в плен, вот, они для нас уже не являются врагами. Обучение дошколят родному языку и этнокультуре стало главной темой круглого стола, прошедшего в Департаменте дошкольного образования региона. Внимание уделили не только лексике и правильному написанию, но и роли этнокультуры в его обучении. Спикеры отметили, что ее знание упрощает для ребенка изучение родного языка, формируется интерес к истории своего народа, традициям, обычаям, сказкам, песням, пословицам. Обозначили также необходимые действия от воспитателя. Октября, единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Россия почала этнокультурный башкал шламас шарш дар махка дунянч деяч ани культура ларр элла. И керл хитс маш ларм сбац. Вей тахана вей делегиет штук вей махка хуршпол ха симгатнамш. وقت أمحو ديرك أدم سنجت ميدوكوي إذا صون صحيح ريحة يحال قلدلر ويا وتسأتنا كلتورني قواني تاعها أبرز بايتين وتشجدين شكاح بولخا كيسي بين خبر الخيط صون إبولخ أبر حلخا ويبيني بوش مشكاح أبولو بيشبو هون أج بيني بيش إكل جيوبالي مربو بير داخريح بيرن بيري بيشع دوس أبر حلخا гонхар дюния. Всю текущую неделю 50 учащихся 9 классов из 5 школ Грозного принимают участие в педагогическом стартапе, который проходит на базе Чеченского педагогического университета. Ребятам проводят обучающие семинары, мастер-классы, тренинги, игры и экскурсии, на которых они узнают о различных профессиях. Участники уже познакомились с практическо-педагогической деятельностью университета и структурными подразделениями вуза. Это мастерская Алихана Динаева, Эковерситет и Кванториум. Стоит отметить, что проект реализуется в рамках программы «Профориентационные каникулярные школы» при поддержке Всероссийского центра художественного творчества.
чтобы ознакомить их с миром профессий. Мы проводим с ними лекции, знакомим, что даже в образовательных организациях есть сотни профессий. Во всех сферах деятельности, человеческой деятельности в обществе востребованы и другие профессии. Мы им полностью календарь профессий показываем. В 26-й столичной школе проходит городской этап чемпионата республики по шахматам среди школьников. Всего более 50 участников в 2 возрастных группах, однако в следующий раунд соревнований смогут пройти только 2. Их ждут ценные призы. Соперников выбирают с помощью жеребьевки. На партию дается 15 минут и 10 секунд. Это уже второй этап. Первый этап прошел в районах, в школах. Отобрались самые лучшие. Разницы между ними в игре по большому счету нету. Поэтому тот, кто играет хорошо, он в своей группе из-за возрастного ограничения может быстро выиграть. Борьба идет не по возрасту, а по силе игры. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.